Итак, доброе утро, дорогие друзья. Сейчас я нахожусь в городе Москва. Сегодня крайний день выставки, но я туда не иду. Меня ребята, мужики позвали на рыбалку. В общем, сейчас поеду, познакомимся и порыбачим. Для всех, наверное, многие пишут, что форелевая платная рыбалка — это не рыбалка и так далее. Ну, кто-то любит такую рыбалку, кто-то не любит. Я никогда не рыбачил на платных водоемах. Для меня это, конечно же, опыт, рыбалка. И я хочу с этим поделиться с вами. Сейчас вот иду через проспект, через проход. И на той стороне меня ждет уже Виталий Григорьевич. Его вы знаете все. Извините, он звонит. Так, ну вот, друзья, Виталий Григорьевич Киленов, собственно, меня и пригласил на эту рыбалку. Виталий Григорьевич, расскажите, пожалуйста, вкратце, что за рыбалка, куда? Мы поедем в фиш-парк, это получается на северо-восток. Будем ловить форель на платном водоеме. Компанию нам составит Комиссаров Александр Геннадьевич, президент Федерации рыболовного спорта. Он как раз специализируется по форели, правда ловит по открытой воде, ариафишинг. Ну, посмотрим, погода хорошая сегодня, плюс 4, плюс 5, давление стабильное, так что будем ловить, стараться. Здравствуйте. Сюда положим, да? Да. Итак, друзья, вот с Григорьевичем мы кое-как нашли эту базу. Дело в том, что GPS что-то в последнее время гуляет, последние года, так скажем. Вот. До запуска форели остались считанные минуты. Вон там уже стоит куча народу, куча машин. Вот. Вот такой у них лес тут. Деревья очень высокие в Подмосковье. Вот. Григорьевич переодевается. Ну, в общем, пойдем рыбачить. Сапоги с 90-х годов. Садел настоящий канадский. Сапоги. Я покупал в 90-х годах. Так, ну все, друзья, теперь мы похожи на настоящих рыбаков с Григорьевичем и идем к месту запуска форели. Вот. Посмотрите, как здесь все устроено. В общем, стоят вот таких садки. Сколько тут? Раз, два, 4, 5, 6. Ну, не знаю. Я особо-то не разбираюсь. 6, 7. Около 7 садков. Вот. Они аэрируются воздухом, как можете видеть. Вот там вот булькает, это там внутри подача воздуха, чтобы рыба не задохнулась. Вот. Рыба у нас форель, она любит. Вон у нас Григорьевич, наверное, расскажет больше про меня. Больше меня, наверное, расскажет про это, может рассказать.
даже вот на спиннинг люди рыбачат. Ну, видимо, какая-то рыба осталась ранее выпущенная все равно. И, возможно, она может клюнуть. Поэтому... А здесь вот любители подледочной рыбалки. Тоже интересно с другой стороны. Все так обустроено, посмотрите, вот скамеечки тут. У каждой есть даже мусорные бачки. Вот, и посмотрите, сколько рыбаков здесь, а? Сколько рыбаков. Удочки всякие валяются, вот, это видать. Рыбачил и оставил, собственно. И сейчас мы идем туда, ко всем. В общем, тут можно и спиннинг покидать зимой, и порыбачить на подледку, подледную удочку. Здравствуйте. Привет. Сейчас. Пойдемте, я сейчас поставлю. Слав, Ау. ты хочешь рядом стоять или нет? Да мне хоть где, хоть без Или разницы. отдельно? Ну, давайте, Как вы хотите? хоть где мне. А что я здесь не будем лыть? Так, Слав, тебе отдельно поставить или ты хочешь Не, здесь? ну давай, хоть где, давай, мне надо со значимым человеком, я впервые как бы рыбачу вообще. Тогда со мной пойдем. Ну пойдем, пойдем. Пошли, потому что иначе... Так, Григорий, тебе надо был? Бур-бур надо, И ящик тоже. Самки надо было взять. Да, ну что-то как-то. Становись здесь. Вот, бери лунку, вот сюда Ага, ставь. У ага. меня камера стоит, Ага. подводная. Да вы что? Да. Так, ну вот, Александр Ставь Геннадьевич, давайте маленько давай. расскажем сейчас. Так, итак, Александр Геннадьевич Комиссаров, президент Федерации рыболовного спорта России, правильно? Да, Слав, верно. Расскажите, пожалуйста, вот где мы сейчас, ну и что у нас будет сегодня за рыбалка? Подмосковье, Щелковское шоссе, платная рыбалка, фишпарк. Сегодня будет рыбалка со льда на блесна. Вот такие Вильямс, но это перекрашенные Вильямс, канадские блесна. И вот такие вот, Мне вчера вот такой дали. Будет работать? да, конечно, Слав, будет. Вот такой фрап апельсиновый я решил поставить для начала рыбалки. В 9 часов будет запуск. Вот идут, да? Да, сейчас вот идут из садку вылавливать форель. Навеска от 1 до 2 килограмм в среднем. Далее будут в бочке взвешивать 5 килограмм на человека, ну то есть примерно 100 человек, где-то килограмм 500 должны запустить. Ждем запуска. Вот, так, ну, а еще что, как бы, ну, на что обычно берет? На какие-то пасты там, да, или что там? Ну, мы сейчас находимся в спортивной зоне, здесь можно ловить только на искусственные приманки. Ну так владелец водоема решил. Понял. Есть зона дальше, вот открытая вода, если сюда вот посмотреть, вот впереди маленький кусочек, тут 5 человек со спиннингом ловят. И далее за нами там основной водоем, где-то он 1,7 гектара. Там можно ловить на любые снасти, в том числе и на удочки, поставушки. Ну, в основном там ловят на пасту, ставится удочка, поставушка, паста, беркли разных цветов и разных вкусовых, там сыр, чеснок и так далее. Да, глубина водоема здесь 4,5 метра, ну, лед сейчас где-то сантиметров 45.
40-45, поэтому глубина здесь где-то 4 метра. Дно ровное, это искусственный водоем, его копали, здесь нет никаких ни ямок, ничего, просто дно геомембраны, резины выложены на искусственном водоеме. Поэтому есть небольшие бровки, но как бы они сейчас нам недоступны. Это обычное количество людей, да, здесь? В это время? Сегодня мало, еще обычно где-то, есть хороший день, 200 человек. Сейчас где-то 100 с лишним. Понял. Все, спасибо. Что, давай? Давайте приступим. Приступим. Вот они, по-моему, уже выпускать начинают, да? Да, они сейчас ее будут грузить в бочку. Так все, трибун. Вот, друзья, я хочу, пользуясь случаем, сделать объявление. Дело в том, что я также являюсь президентом Федерации рыболовного спорта в Республике Саха-Якутия. Кто еще не знает о том, что мы прошлого года открыли эту федерацию, вступайте в наши ряды. Вот. А скоро мы хотим присоединиться уже ко всероссийской федерации, то есть вступить в общее сообщество большое рыбаков. И поэтому приглашаем всех желающих в нашу федерацию. Возможно, будем проводить даже какие-то соревнования у нас уже начнем проводить, вот, квалификационные и так далее. Вот. Поэтому будет интересно, думаю. Так, вот хочу попробовать. Вчера Вадим вот предоставил вот эту попробовать приманку и сказал, что будет работать здесь, не знаю. 100%. Не успел. Они еще будут выпускать, да? Вот. Они взвешивают рыбу. Идет процесс, в общем, взвешивания. Берут из садка, вот, засыпают в эту синюю бак, в этот, бочку в этот. Перед этим они взвешивают, какое количество рыбы будут выпускать. И, собственно, да, зарыбляют и все вот эти. Ну, то есть, путевка грубо стоит здесь сколько? 2000, да? 2,5? 500 рублей. А, 500 рублей? Это значит на сколько килограммов рыбы? Это не на сколько. Просто 500 рублей. Ага, а как значит, они? по весу 900 рублей за рыбу. 900 рублей за рыбу, да? То есть, Сколько поймаешь? Ничего Ага. не поймаешь, ничего не поймаешь. 950 уже, уважаемые. 950? Ну, я отстал от жизни. Значит, уже повысили. Я был последний раз по 900. ну вот, допустим, сейчас грубо 100 человек, да? Вот сколько килограмм рыбы им нужно выпустить? 500. 5 килограмм они выпускают на человека. Мгм. Норма. А, это норма такая, да? Понял. Ну, это всё. сам хозяин водоема установил. На одну путевку купленную. Ага, 5 килограмм. ага, понял. Ясно. Интересно, да. Так, ну здесь вот Александра Геннадьевича есть камера. Чего? Ловить? А то сейчас клевку пропустим. Да, ничего страшного. Здесь главное-то не это. Ну, смотри, Не нас поймать. уже пошли по клевке. О, смотри, вон уже люди его ловят. Потому что до нас рыба может не дойти сейчас. Давай, тут удочку. Смотри, ну это, в общем-то, канадская удочка. Ага. Все особенно, ну вот стопор вот этот, видишь? Ага. Дальше ты катушкой крутишь, он блокируется. Да не, такие я знаю удочки. Ну, держи. Спасибо. Давай выкинем это, или ты оставишь его? Нет, я это, Оставишь, куда чтобы выбрасывать? потом Я назад. в карман хотел, Слушай, у тебя чтобы не мусорить. мусорить там ведра есть, если хочешь выкинуть. Если хочешь назад его упаковку убрать, смотри, вот, держи. Ну это понятно, все, сейчас запускаю как бы и все, да? Сейчас надо камеру посмотрим, где рыба будет стоять. А, даже так, да? Я ловлю по-македонски с двух рук. Ну вот отлично. То есть по-македонски я ловлю, смотри, у меня одна блесна, Угу. я просто не знаю, на что она будет, а другой у меня VIP называется. Это ратлин, ну, воблер для вертикального блеснения, да? Ну, VIP, они есть разные. Вот этот воблер называется VIP, потому что он вибрирует. ну. Потому что не все ратлины вибрируют, но в общем, ну, пошло. О, Давай, пускай. слушай, ну интересно так. Я впервые вижу такое. Ну, она одна в основном берет же, да, рыбы-то? Нет, ну, сейчас неизвестно, как будет брать. Ну, Примерно на какой глубине будет? на дно, пускай смотрим.
она вот ее запускает, она потом отходит. Слав, проводка, знаешь, какая на него? Да, вот смотри. вверх и все. Не, смотри. Подкинул его, завел, опустил, пауза, 101, 102, потом вот такие подбросики мелкие. А, Вот. понял. То есть ты его завел. Так, а что тут не видно ничего? Включи ее, 2 секунды. Все, сейчас будет. На дне сейчас камера. Ее покрутить надо. Да я говорю, нету рыбы. В сторону. Она, видишь, камера это с этим указывает направление еще и плюс. Ну, на юг, на север, да? Где рыба? В каком направлении рыба? Ну, чтобы ориентироваться подо льдом, где она? Что за камера такая интересная? Ну, наши делают. Китай, конечно. Ривертэч. О, есть, одну увидел. А? Одну рыбку увидел. Проплыла куда-то туда. Она вот у дна. У дна. Одну, да? Ну, то есть сейчас начнется клев уже у людей. Сон-то обладает. Ты сам посмотрите, какого. Опа. Иди сюда. Смотри. Блин, скот. Ну был поклёв хороший. А на какой глубине? От Слаб, метра? Где-то Полметра. метра 2 половиной. Ну это высоко, да? Да. Ага. Поверху ходит. Ну, пол воды, короче. Пол воды 2 метра. ходит, ага. Попробуй так. Ага, есть. Есть поклевочка. Так, это О, снимай. все. Газура будет. Хорош его, блядь, да. Да не, вообще рыба такая, сама по себе тоже Сильная. классная, да. Прям как наш ленок. Вот в один, да. Как наш ленок. Ох ты, блин, скот. Вот. Сход был, да? Ага. Ну просто она зацепилась как-то слабо. Да-да, полностью, и она сразу. На двух. Сейчас утащит удочку у вас. Подошла рыба, значит, все-таки. Слава богу, что удочку не утащил у вас. Ну вот, друзья, такая вот рыба. Интересная просто. Красивая сама по себе. Вот, это форель, да? Как, а какая форель-то? Ну, вид какой-то. Искусственно разведенная она. Ну это, короче, кумжа вообще. Ага, ага. Но ее путем скрещивания ее сделали. Ну как она уже стала озерная. А, Вообще кумжа. вот, мелкие зубы. Ну, вот как у гольца, вот прям вот. Да, похоже на гольца. Похоже на гольца, да, мордочка такая вот. А хвост, посмотрите, какой интересный, да, вот. Вот, ну, жировой плавничок, это все вот. Такая вот рыба интересная. Куда? Здесь ложим, да? Рядом. Вот сюда кинем, вот сюда, к самке. Туда? Да, к самке. Ага. Ну надо самку складывать, а вот просто есть свобода. О, друзья, ну что, я тоже поймал, как бы. Мне повезло. Некоторые еще не поймали ничего. Может быть, у меня рабочий вип просто. Ты слил? Это считай не Я очень одну поклевку. Иногда. Не всегда. Я бы не сказал, что всегда работает. Но она как-то вот немножко так вяло все равно берет, да? Она, да, она нельзя Сегодня. сказать, что она сегодня не активная. Неактивная, да. Бьет просто. Но это вот может из-за погоды, из-за давления, да? Может? Давление. Слав, только давление. Она очень не любит вот эти вот давления. Перепады.
Ну. Но фрап работает. Аж кончик у меня отвалился сегодня. А видишь, как она бьет? Сейчас жадная поклевка была, а до этого тычки были. То есть, когда вяло, ей надо заглотить, блядь, вобль. То есть она тын-тын, может 2-3 раза бить его. А на резину здесь можно? Да, конечно. Резина тоже хорошо работает. Она как бы сейчас стоит, видишь, где, Слав? Она сейчас вот там стоит. Вон, видишь, вон она. Да я понял, она вот здесь вот Плещет, вся конечно. плащ. Она под лед не заходит, боится. Под лед боится заходить. Там какие-то небольшие выходят стайки. И вся стая стоит там. Да, иди сюда. О. Папа, Ну вот, Геннадьевич тоже поздравляю. Обрыбился не говори. под чином. Чуть повыше поднял, да? Да, повыше. Давайте тоже поднимем повыше. Может, 2 рыбки. Дело, это супер. Да, тоже результат. Не зря уже приехали, да? Слушай, ну так-то план Б это резина. Угу. Потому что ничего мы тут с тобой не вылетим. Только мне джиголовку на другую машину за ней идти. Джиголовка легенькая. Опа, пошла, да? Это мастером не Да ладно, мастер, давай. Со дна, да? Тут не буду. Блин, ушла. Ой, досада. Ну ничего. Блин. Еще будет рыба, значит. У нас так говорят. Маленькая, небольшая была. Это твои подтягивают. Так, ну вот сейчас вот как мы видим, что многие рыбаки поняли, что клев неактивный, и поэтому они как-то вот рассосались по этому водоему. Вот. Ну я иду со специалистами, которые говорят, что ловить надо именно в определенных местах, вот, так скажем. И поэтому сейчас мы должны еще поймать. Кто-то ловит, вот смотрите, вот. Видите, вот. Вот это поставушки, видимо, стоят. Так называемые удочка с большим красным кивком, набалдажник такой. И показывает поклевку. Ну как жерлица, но только удочка. Вот. Ага. То есть это паноптикс у вас стоит, да? Лавронсовский. Актив таргет, да? Я думал, этот паноптикс. А паноптикс это гарминовский, по-моему, да? Паноптикс Гармина. Да. А это Лавронс. Ну это аналогично. Это ваши приманки, да, вот это? Ну, приманка сложная. Вот две. А это? Ну, гармин, конечно, А рыба где? Вот эта рыба, да? рыбы нет. А как она А, показывает? паноптикс это под современнее, да? Но он более, мне кажется, более информативный, более продвинутый. Там у него помех меньше. Здесь видите, помех. Ну вот Ну, это видишь, какие-то вот это да. сюда. эти. Склейка вот одна, Да, склейка, ага. помех. Ясно. Понятно. Ладно. Пап, у меня поклевка была где-то полметра от дна. Ага. Вот такие прищипы были. Понял. То есть она здесь есть. Ну. Здесь надо ходить по лункам, и мы просто найдем ее. Она здесь плавает вдоль бровки. Ага. Вот мы сейчас стоим, у нас самое лучшее место.
Вот если бы мы там стояли так же, вот в бровке, мы бы там, знаешь, сколько рыбы наловили. Очень бойкая, в лунку не заходит, Слав. Так, вот у Геннадьевича поклевка. Блин, оборвалась, но я ее взял. Красавчик. Рукой ее. Поздравляю. Она в лунку уже стала. Круто. Я тебе что говорил? Что у Да, нас здесь есть? есть. У меня есть. там касание было, здесь. Сейчас я еще поймаю. Ну давай, давай. Молодец вообще. Леску оборвала аж, Да, на. я, понимаешь как, багор-то поленился взять с собой. Ее без багорика нельзя вытаскивать, потому что леска тонкая и надо багром, блин. Ну. Блин, офигеть, намочил себе руку чуть. Ну ладно. Зато взял рыбу. Да, она в лунке просто встала уже, лунка большая. Вот смотри. Видишь, на что? То есть джиг-головка, она хорошо взяла, я дал заглотить ей. Причем она на потяжке ее взял. Ну это еще причем. Ну вот эта рыбка кило 100, кило 200 вот так. Вес. Ну. Кило 100, кило 200. О, зубы. Хорошая такая рыба. Такая. И видишь, она икряная сейчас идет. Каждая рыба практически с икрой идет. Ну, Вот темная рыба, которая, она сейчас икрой идет, ребят сказали. ну, классно, классно. Так. А здесь играет рыба, вот, которую выпустили. Здесь рыбы нет, Какой ветер какой, У нас не дошла рыба. Чистая водичка. А вот здесь вот рыба плещется, прямо возле садка. И вот эти спиннингисты прямо таки забрасывают туда, прямо в косяк. Ну а мы ждем. Стоим тут. Столько народу. Кто-то пришел, кто-то остался на своем месте. Там вот прям вот конкретно. Это, по-моему, какие-то вот, ну прям заготовщики рыбы стоят, да? То есть они прям ловят и ловят без остановки. Там как почти как промышленная рыбалка, промысловая. Заготовщики форели, так скажем. Итак, друзья, сейчас вот прошел второй запуск, пока мы там ходили. Вот, Геннадьевич поймал одну форель. И люди стоят здесь, вот ждут. Ловят пока только спиннингисты, которые стоят возле садков. Красота, друзья. Геннадьевичу побольше, поэтому сразу перешли сюда, в общем, и вот удалось поймать такую форелину. Небольшая, но все равно приятно. Ну они там, короче, как заходите сразу налево, получается. Давай. Ну они на втором этаже, да.
это, приду туда, на выход, то встретимся, если нет, то... И сегодня у нас отличился. Так, ну вот, друзья, огромная благодарность Всем мужикам, да, за то, что дали возможность порыбачить сегодня здесь, пригласили сюда на водоем, вот, показали, рассказали, очень много чего узнал нового, вот. Поймал 4 форели. 3. 3 форели, Три. больше всех. Одну упустил. Да. Да, Сегодня Виталий Григорьевич 3, ты 3, Да. я 2. Да. В общем, на троих 8 штук. Ну, хороший результат, форель кило плюс. Да, рыбакам я бы хотел сказать, что все мы вышли из любителей. Вот сейчас вот мы находимся на любительском водоеме. Здесь правило: поймал, забрал рыбу. Надо ее складывать в санки, умертвлять рыбу, то есть ее забирать. Но я бы хотел сказать, те, кто уже научился хорошо ловить рыбу, и кому в принципе рыба уже не нужна, а нужен азарт, драйв, нужны, скажем так, новые мотивации в рыбалке, да, то есть новая мотивация, новые ощущения, то это только официальный спорт. Помимо соревнований в официальном спорте можно получить звание мастер спорта. То есть это статус, это рыболов, который получил звание мастер спорта, рыболовного спорта, это рыбак высшей категории, да, то есть он, чтобы добиться этого звания, нужно победить на чемпионате России или на Кубке России, где собираются такие же, скажем так, мастера своего дела, как этот рыбак. Поэтому в такой борьбе не просто завоевать этот титул. Многие рыболовы-спортсмены много лет пытаются добиться этого звания. Поэтому оно очень почетное. И мастер спорта рыболовного спорта, если более правильно, то это первый среди равных. Поэтому, уважаемые подписчики нашего Вячеслава, вступайте в Федерацию рыболовного спорта Якутии. Вячеслав в ближайшее время получит аккредитацию Министерства спорта Якутии и будет обладать официальным правом проводить чемпионаты, кубки по 8 дисциплинам в Якутии. И, соответственно, как итог, на этих чемпионатах можно получить разряд 3 в начале, 2, далее 1 и разряд кандидат в мастера спорта. Вот. То есть это вот на тех соревнованиях официальных, с официальным статусом. Разряды будут оформляться в Минспорте. То есть для того, чтобы их получить, хочу коротко сказать, нужно будет первое вступить в Федерацию рыболовного спорта Якутии, первое, заплатить взносы, там, ну, которые там Вячеслав определит, оформить спортивную книжку, для того, чтобы там можно было проставлять разряды и делать отметки об участии в соревнованиях. Далее страховку сделать спортивную, она не так дорого стоит, можно в интернете. Получить допуск врачей, да, то есть, соответственно, для участия в соревнованиях. Далее регламент и правила, соответственно, Вячеслав будет оповещать о турнирах, которые есть. Всего на сегодняшний день хочу повторить, что у нас 8 дисциплин. 2 зимних. Это ловля со льда на блесну, ловля со льда на мормышку. И 6 дисциплин, скажем так, одна всесезонная дисциплина. Это кастинг. Кастинг – это на точность, на дальность заброса, спиннингом приманок. Их можно, ну, эту дисциплину, эти соревнования можно проводить круглогодично. Можно в зале, можно на открытом воздухе. Но единственное, что, конечно, кастингом кидают на дальность больше, чем 200 метров. Где-то вот примерно такой рекорд там есть, 211 метров кидают. Поэтому должно быть помещение, которое позволяет. Но можно и также помещение. А остальные летние дисциплины, это у нас такие вот ключевые дисциплины. Это спиннинг с лодок, спиннинг с берега. Далее, конечно, это одна из самых почитаемых и самая распространенная ловля на поплавочную удочку. Далее ловля на фидер, это значит, который придумали англичане. То есть это, скажем так, донка с кормушкой, по-английски фидер. Вот. И также отдельные дисциплины, которые также англичане придумали, это ловля карпа. Называется дисциплина карпфишинг. Поэтому вот 5 летних дисциплин, одна всесезонная 6 и 2 зимних 8.
Понятно, что в Якутии, наверное, с карпом есть проблемы какие-то, да, Вячеслав? Да, Но там- я думаю, с остальными дисциплинами проблем никаких не будет. Поэтому, уважаемые подписчики, вступайте, участвуйте в соревнованиях и побеждайте. Спасибо. По федерации мы все уточнили. Ну вот, как я и говорил, огромная благодарность еще раз за предоставленную информацию, за то, что показали, рассказали. Вот. Мне очень приятно было здесь побывать. Я очень много для себя узнал, нового, подчеркнул. И поэтому, друзья, на этом я с вами не прощаюсь. Сейчас у меня дальше поездка в Калининград, к Володе, к Рыбкину. Вот. Ну вот, друзья, сегодня отрыбачил вот на эту, собственно, приманку. Мне ее Вадим вчера сучил, сказал, вот тебе, поешь на форелевую рыбалочку, вот этот вот работа. Ну так и получилось. Вот. На эту приманку я даже название не посмотрел этого виба. Давайте посмотрим, просто интересно самому стало, что за виб так отработал. Я 3 взял на 1 вип. Еще были поклевочки, но подбойчики, нереализованные подбойчики были. Это уже Бурама. Бурама называется 10 граммов, 55 миллиметров. Хороший этот вип. Забираем в Якутию, как говорится. Домой заберем. Вот, на природе покушать сейчас маленько, что-нибудь перекусить. Да. Чай главное. Красота. Чай молоко. Вот, допустим, там Козырный у меня термос вообще. Мне китайцы подогнали. Просто. Кстати, что за термос? Ну это этот. Китайский? Китайский, ага. Мерседес, Новая разработка. Да нет, какая вот. Какая новая? Такая. Мерседес. Ну, это очень классно. Большой. Этот. Мерседес. С автомобиля, да? Мерседес. Это я когда Мерседесом занимался. Мне во всей этой истории прилип термос. Так, ну вот мы выходим с рыболовной базы, так скажем. Здесь вот есть такая удобная штука, чтобы спускать ваши санки. Тихо. Поставьте. А я думал, туда что высыпает просто. Так, А, видишь, он вся Ваня икра, бля. Икра высыпется вся. Сейчас. Так, берем. Да не говори, двое сам. Да, Ром, Вадим, это Вадим. Ага. Слушай, ну Игнат с этим Саней наколбасили сегодня, да? Котел нашли. Они сразу туда ушли, там. Ну понятно. Логично. А там здесь что, да? Вот видите, вторая рыбачка. В общем, там уложат, видимо, потом там взвешивают. Что там, рыбу взвешивают, да? Ага, да, ну, может фотографировать. Ну, фотою. Да? Фотою. Ну, фотографировать. Ну, фотою, снимаю. То есть это так, 3 форели. 5 фото. Запрашивают, да, все-таки? В общем, получается, путевка стоит здесь 500 рублей, а рыбу покупают за сколько? 950. За 950 как раз продают рыбу здесь. Ну, улов, то есть оплачиваешь, получается. По факту. По факту, да. А коптильня это не работает, да? Коптильня есть? Коптики для людей. Коптим, да. Вот. А что стоит такая коптильня? 1500 за килограмм. Бумеранги продаются. Холодного коптильня.
И помимо этого здесь у них еще продается различная рыболовная, так скажем, утварь. Слушай, ну у тебя побольше. У него получается 4 килограмма было, да? Предыдущего? рыбы. А, он только 2 взял. Ну, он 2 взял, да? А нет, он 3 взял, а я 4 взял. 3, а у тебя побольше, да. Побольше. Еще и рыбу купил, да? Да, это жена любит, как повернулась. Пакетик. Раз. Пожарим там, построим. Ну вот, Виталий Григорьевич порыбачил на 7000. Короче, так вот. В общем, такая рыбалка, скажу вам, на любителя.